Восстановительный период проходит без осложнений. Пациенты, перенесшие операции по эндопротезированию суставов, вновь обрели способность самостоятельно передвигаться и уже сделали первые шаги. После проведенного оперативного лечения пациенты были активизированы, подняты, как мы говорим, на ноги. Кто-то уже обходится без костылей, поэтому наша задача, можно сказать, выполнена на 100%. Люди смогут снова ходить. Мобильная хирургическая бригада Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи завершает работу в Алданском районе. На базе хирургического отделения специалисты провели 24 операции. Кроме эндопротезирования суставов были осуществлены колопроктологические и отоларингологические операции. Пациентам с желчнокаменной болезнью помощь оказывалась лапароскопическим методом. В таком формате, с таким финансированием, то есть с таким подходом, это впервые в Российской Федерации. По сути, мы являемся пилотом. И я надеюсь, что потом это будет тиражироваться уже на другие субъекты Российской Федерации. Наряду с оказанием оперативной помощи специалисты мобильного хирургического центра вели консультативный прием. Несколько десятков человек были направлены на эндоскопическое обследование. Для кого-то эта процедура может стать залогом сохранения жизни. Малоинвазивным методом диагностики были выявлены подозрения на онкологию. Взяты анализы, биопсии и так далее. И далее будет уже маршрут проложен пациентам в республиканские клинические больницы. В мобильную хирургическую бригаду, состав которой был сформирован в соответствии с потребностями района, вошли 9 врачей разного профиля. Консультативные приемы специалисты вели в поликлиниках Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Некоторые пациенты получили направление в Якутск. Им будет оказана помощь в условиях Республиканской больницы номер 2. Соответственно, мы сразу определяем дату госпитализации, время госпитализации, отделение госпитализации пациентам. То есть становится намного проще. То есть тут взаимосвязь становится очень узкая, близкая. И, скажем так, удобство для пациентов, экономия времени, средств, денег, оно значительно идет. В Якутии потребность в оказании специализированной медицинской помощи остается высокой, и создание выездной бригады с целью оказания помощи гражданам на месте позволяет эту потребность минимизировать. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан.